Ну давайте, расскажите мне, какая Лахта не оригинальная. Какие у нее не те сиденья, какие у нее люминесцентные светильники, какие у нее пластиковые форточки. Давайте, рассказывайте, очень интересно послушать. Так, ну что, вы закончили? А теперь идите к лешему, потому что это самая крутая электричка. Она зеленая, кругломордая. Скажите вообще спасибо, что она есть у нас, что ее не разрезали на гвозди в свое время. А я Игорь Абросимов, и это канал Блог ЖД Фотографа. И да, мы вновь сегодня катаемся на Яхраме. В смысле на Лахте, на электропоезде R2K980, которая сейчас бегает между Санкт-Петербургом и Выборгом в качестве ретро-поезда. Если вы не смотрели обзор этой электрички, когда она была еще Яхромой, а также ездила вместе с автобусами Икарус, то вам определенно нужно вот сюда. И кроме того, это будет очередной обзор транспорта Санкт-Петербурга. Мы покатаемся на вагонах ЕМ, на Балтийце, покатаемся на новых троллейбусах, и, возможно, у нас будет немножко урбанистики, и, как всегда, мои любимые рубрики «Режим Ильи Варламова». Ставьте лайк, пишите комментарий прямо сейчас, а мы начинаем. Из сугроба вырастает огромный железный РЖДшный забор. 10 R2 1017 из 10. Очень интересно. Вот это замок! Водосточные трубы, сливающие воду на тротуар, создавая здесь огромные ледяные горы? Да это просто время года неудачное. Мы с Кириллом хотим записать для вас видео про поезд юбилейный. Ну вот уже 6-й поезд подряд, это ЕМ. Как похорошел Петербург при Беглове. Вообще не хочу из Питера уезжать. Жена, ну как тебе электричка? Ты ее сфоткала? Да, смотри. Вот, смотри. Ого, фото с платформы на Rail Gallery не пройдет, точно. А покажи, что еще есть. О господи, состав обрезан. Жена, ну как ты могла? Это неудачное соотношение. Вот, транспортное средство не целиком. Жена, ну как ты так могла сфоткать крутую электричку? Смотри, не обрезано. У тебя метельник электрички обрезан, вот. Кошмар какой. Вот это крутая фотка. Ёлочка. Состав не обрезан, прекрасная фотка, супер. Да, вот. Пройдет? Это пройдет? Нет. Слишком художественно для Rail Gallery. Эти черствые сухари не примут такую потрясающую фотку. Да, а мне нравится. Да, мне тоже нравится. А вы, друзья, когда фотографируете поезда, знаете только одно. Каждый фоткает так, как хочет. Главное, чтобы фотография нравилась лично вам. А что про нее скажут всякие умники на Rail Gallery вроде меня, это уже дело второстепенное. Историческая справка. R2K980 построен в 1972 году на Рижском вагоностроительном заводе. Он эксплуатировался на Октябрьской железной дороге, а с 2009 исполнял роль так называемой теплоэлектрички на маршруте Зеленогорск-Приветнинская. От Петербурга до Зеленогорска электричка ехала своим ходом, а дальше ее тянул тепловоз М-62. В январе 2019 года электричку совершенно непонятно зачем передали в Новомосковск, и таким образом она стала последней кругляшкой на Московской железной дороге, отобрав этот статус у легендарной Ее Величества R2 1017, которая, естественно, была удостоена отдельной статьи у меня в блоге на Дзене. Прочитайте, если еще не читали. Ладно, мы поняли. В Новомосковске электричка использовалась в качестве рабочего поезда на маршруте Тула-Серпухов, а также ее замечали и в пригородном движении. В августе 2019 электричку перекрасили в зеленый, и она использовалась на торжествах в честь электрификации участка Москва-Мытища. В 2020 году электричку вернули на Октябрьскую железную дорогу, где из нее сделали туристический ретро-поезд. Невероятно, мы дожили до того дня, когда что-то кроме паровозов признается туристическим ретро. Сейчас ты будешь писать вместо меня видосы. С декабря 2020 по март 2021 электричка ездила между Москвой и Яхромой в качестве ретро-электрички, естественно, став идолом для местных железнодорожных фанатов, которые налепили с ней просто кучу одинаковых, а также весьма оригинальных фотографий. Зимой 2022 года электричка не работала, чем ужасно разочаровало железнодорожное сообщество. А в этом году она уже работает в качестве ретро-поезда на маршруте Санкт-Петербург-Выборг и называется «Лахта». Теперь давайте уже пройдемся по ретро-электричке и посмотрим, что в ней хорошо, а что плохо. Форточки. Оригинальность 0 из 10. Эти форточки не имеют никакого отношения к историческому облику этого электропоезда. И светильники. 0 оригинальности из 10. Они также не имеют никакого отношения к оригинальному облику этого электропоезда. Тамбур также не соответствует историческому облику таких электричек. Здесь он чистый, выкрашенный и свежий. А мы запомнили эти электрички грязными, разукрашенными и с разбитыми стеклами. 0 оригинальности из 10.
Сиденья, конечно, речные, но они больше похожи на сафоновские лавки, чем на то, что должно быть в таком электропоезде. А я напоминаю, что оригинальные сиденья в таких электричках выглядят вот так. Господи, это что, красивая оригинальная табличка вместо уродского трафарета, нарисованного губкой? Закончена посадка, осторожно, двери закрываются. О да, этот звук разгона эрки, он также приятен уху, как, не знаю, писк сиристеров в троллейбусе ЗИУ-683, или как басовитый тифон электровозов ВЛ-8, ВЛ-10, слушать можно бесконечно. А у вас такое было? Едете вы в красивой электричке по российской глубинке, где, казалось бы, нету практически никаких населенных пунктов. Наслаждаетесь очаровательными заснеженными елочками. А потом бац! Из сугроба вырастает огромный железный РЖДшный забор. Ходят слухи, что моим бомбежом при виде таких заборов можно обогреть половину Европы или же заменить все печное отопление в Красноярске. Если вы хотите увидеть, как это происходит, посмотрите вот этот видос, где я рассказал про платформу Бубикова. Какая может быть платформа на 10 вагонов Бубикова на БМО? Какой может быть забор? Конечно, исторический облик этого электропоезда не совсем соответствует нашим представлениям о прекрасном, с его пластмассовыми оконными рамами, с люминесцентным освещением, не говоря уже о том, что здесь даже не все вагоны от электропоезда РДВК-980. Даже один из головных вагонов имеет номер 1018, потому что оригинальный вагон 980 бесславно сгорел. Но, во-первых, этот проект привлекает внимание широкого круга людей к железнодорожной истории. Во-вторых, все равно в ней довольно приятно кататься. И в конце концов, всегда приятнее фотографировать зеленую кругломордую электричку, чем какую-нибудь корпоративную ЭТ-2М. Электропоезд Яхрома, в смысле Лахта, получает от меня 10 R2-1017 из 10. Пускай она и не оригинальная, но все равно это самая красивая электричка в РЖД на сегодняшний день. Можете попробовать переспорить у меня в комментариях. А мы продолжаем наше путешествие. А мы на станции Выборг, и здесь, в тупике, стоит весьма интересная, на мой взгляд, электричка ЭТ-2-014. Детище Торжокского вагоностроительного завода из 90-х, построенная в точности по чертежам электропоезда Р2Т из Риги. Давайте же посмотрим на него более подробно и найдем отличия. Я вижу, что у нее много гофров на лбу, много гофров на кузове, у нее квадратный низ кабины, а также у нее не круглый прожектор, а имеет какую-то причудливую форму, не такую, как на рижских электричках. Внутреннее отличие этой электрички от рижской R2T — это, во-первых, прикольные пластмассовые оранжевые сиденья, а во-вторых, другие багажные полки. В остальном это та же самая рижанка. И самое удивительное, что эти электрички, вроде бы не очень старые, являются уходящей историей, потому что построены они в 90-е годы, и скоро их сроки службы подойдут к концу. Так, электропоезда ЭТ-2, 001 и 002 уже отставлены от эксплуатации. О да, какая крутая архитектура, какой крутой выход в город, какие крутые массивные деревянные двери с чудесной деревянной ручкой, которая так приятно притрагивается, как к частичке истории. Выборг — это небольшой и очень старый город, расположенный примерно в 120 километрах к западу от Санкт-Петербурга. Он основан в 1293 году, а население его составляет примерно 72,5 тысячи человек.
Если вам интересно узнать более подробную историю города, лучше прочитайте сами в Википедии. Я же покажу вам все то, что увидел сам, и все то, что показалось интересным лично мне. Итак, я приехал в Выборг, чтобы насладиться крутой старинной архитектурой, а также российской глубинкой. И что же я вижу в первую очередь, выйдя из крутого здания вокзала 1913 года постройки? Конечно же, огромную автомобильную стоянку, заваленную «Жигулями» и прочей заснеженной и весьма грязной техникой. Очень приятное первое впечатление. И да, это моя рубрика «Режим Варламова», в которой я критикую городскую инфраструктуру. Архитектура, изуродованная вывесками. Забор, ограждающий непонятно что, непонятно от чего. Ступенька на пешеходном переходе. Водосточные трубы, создающие огромные ледяные сосульки внутри труб. Автобусная остановка, напоминающая строительную бытовку. Историческая архитектура, за которой не доглядели. Ну, естественно, поскольку здесь почти везде водосточная труба выведена просто на тротуар, все тротуары представляют собой здесь ледяные горы. Чему, к сожалению, удивляться в России не приходится. Режим Ильи Варламова. Да это просто время года неудачное. Ну и, конечно же, красивые в Выборге тоже есть. Например, вот это здание — это дом Лалуки, построенный в 1906 году по проекту архитектора Алана Шульмана в стиле национального романтизма. Блог ЖД-фотографа. Читаю Википедию за вас с 2020 года. Или, например, вот это замечательное здание 1940 года постройки по адресу улица Ростовская, дом 5. К сожалению, на зданиях нет никаких мемориальных табличек, поэтому, кроме года постройки, на случайном сайте в интернете ничего про это здание мне раскопать не удалось. Если вам известно хотя бы в каком стиле построено это здание, напишите в комментариях. Также весьма круто выглядит это здание 1904 года постройки по адресу Ленинградское шоссе, дом 1. К сожалению, мне не удалось раскопать ничего, кроме года постройки, а также того факта, что в этом здании 84 квартиры. Очень интересно. А сейчас я зайду в случайный двор и посмотрю, что здесь есть интересного. Во-первых, мне в глаза бросаются, очевидно, какие-то очень интересные канализационные или какие-то другие люки с надписью, вероятно, на финском языке. Идем дальше. И мы попадаем в интересный и уютный двор-колодец. Похожих дворов много в Санкт-Петербурге. Только этот двор имеет скорее треугольную форму. Также я вижу здесь красивые балкончики и довольно ухоженные фасады здания. На этом мои познания в области архитектуры без использования Википедии заканчиваются. Вот эта пятиэтажка с треугольными выступами кажется мне довольно интересной, по крайней мере, я такого нигде не видел. Я сейчас стою на берегу залива Салака-Лахти. Надеюсь, правильно проговорил. Наслаждаюсь приятной архитектурой, красивым замерзшим льдом, но меня не оставляет странное чувство, как будто бы за мной кто-то следит. Поскольку сегодня со мной нет автобус-мастера, про автобусы Выборга я расскажу вам сам. ПАС Vector Next, НИФАС 5299, РИАС 5293. Но самое интересное — это Scania OmniLink, шведские автобусы из 2000-х годов, которые хоть и не новые, но весьма современные, даже на сегодняшний день. В них есть низкопольная площадка, и они сами по себе весьма надежные и удобные. Автобусы Scania OmniLink я уже показывал вам вот в этом видео о поездке в Гусь Хрустальный. Переходим к прекрасному, к жилому дому Пьятинена, надеюсь, правильно назвал фамилию. 1908 года постройки, выполненного в стиле национального романтизма. Ах, если бы я еще сам разбирался, что это вообще значит. Также здесь есть пятиэтажка 1940 года постройки, которая пытается быть большим театром. Но у нее ничего не получится. Посмотрите на это крутецкое здание по адресу Ленинградское шоссе, дом 10. Какая крутая кирпичная кладка, какие крутые каменные глыбы, какой крутой номер дома, выгравированный из камня. И какая крутая оригинальная табличка с указанием улицы, и какая потрясающая арка. Давайте же зайдем и посмотрим, что там есть интересного во дворе. О да, какая она крутая. Как здесь все идеально отштукатурено и красиво. Мне так нравится эта уютная арка. Сейчас посмотрим, что тут есть во дворе клевого. Смотрим, господа. Какая крутая архитектура. Ёлки-палки, как же жаль, что я ничего не могу вам сходу об этом рассказать. Ну просто полюбуйтесь на эту красоту. Чем дальше я углубляюсь в Выборг, тем больше мне начинает нравиться. Глаза разбегаются от разнообразия крутой архитектуры. Но потом начинается очередная жилая пятиэтажка с водосточными трубами, выведенными прямо на тротуар. И ненависть просыпается во мне, и я начинаю все больше ненавидеть местные коммунальные службы. Полюбуйтесь на это. То есть я шел по тротуару, все было нормально, а потом внезапно каток.
Да-да-да, расскажите мне интересную историю о том, как у нас в России нельзя сделать нормальные водосточные системы. Очень интересно. Вот это замок какой крутой, нужно срочно его исследовать как можно ближе. Да, замок и вправду крутой. Какой крутой старинный ангар из кирпичей. Какой крутой, но неухоженный трехэтажный жилой дом. Как я вычитал в Википедии, это бастион Панцерлакс. Часть оборонительного сооружения так называемой крепости Рогатой, возведенной в 1579 году. А дальше вы можете видеть сооружение, которое, судя по всему, относится к Выборгскому порту. Безусловно, крутой. Исторический Выборг получает от меня 4 Санкт-Петербурга из 10. Здесь много потрясающей разнообразной архитектуры, от которой разбегаются глаза. Но, к сожалению, нет ни троллейбусов, ни трамваев, ни более-менее интересных автобусов. А города без транспортных достопримечательностей лично мне не слишком интересны. Возможно, в прекрасной России будущего Выборг будет славиться своей обширной трамвайной системой или самыми современными в мире троллейбусами. Но пока что, если вы транспортный фанат вроде меня, я бы посоветовал вам провести это время в Петербурге. Уж там-то вы точно найдете на что посмотреть. К сожалению, мне не удалось прокатиться в Scania OmniLink. Но ничего, у меня есть видос из Гусь Хрустального, где мы с автобус-мастером катались на точно таком же автобусе. Посмотрите по ссылочке в описании. А прежде чем сесть в эту ЭТ-2 которая сейчас повезет нас в Санкт-Петербург, я хочу, чтобы вы, дорогие зрители, передали привет Сергею Степанову, автору канала SSV Media из Петербурга, у которого на канале уже давно вышел обзор R2K 980. Ну что, как тебе электричка Лахта? Такие удобненькие сиденья там были, в отличие от этих. Эти не очень удобные, эти скользкие, а те были деревянные и удобнее. Там еще была подставочка для кружечки и для телефона. Очень удобно было, мне понравилось. И шторки интересные, красивые, белоснежные были. В целом мне понравилось. И как она раскачивается, так усыпляла, здорово. А это была ЭТ-2 торжокская электричка из 96-го года, которая пока не стала легендарной, но посмотрим, что вы скажете лет через 5. А мы продолжаем.